Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Частицу мощи святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. «252 спектакля, 5 премьер и гастрольный маршрут. В Росдраме подвели итоги 43-го театрального сезона. Очередной политический кризис в стране стал еще одним серьезным испытанием для нашего народа, говорится в обращении Общественной палаты к согражданам. Способность сторон проявить выдержку, благоразумие, готовность к конструктивному диалогу, политическая воля и стремление участников переговорного процесса найти компромиссные решения по выходу из острого противостояния позволили избежать дальнейшей эскалации напряженности и разрешить кризис в рамках конституционного поля, что было важнейшей задачей для нашей государственности, говорится в частности в обращении. Члены палаты убеждены в настоятельной необходимости открытого всестороннего взаимодействия и диалога между властью и обществом при принятии судьбоносных государственных решений для недопущения подобных ситуаций. Вместе с тем в обращении говорится о важности укрепления институтов государственной власти, в первую очередь через конституционные преобразования в системе управления. Отмечается, что Общественная палата на протяжении полугода работает над проектом конституционных реформ, включающих в себя реформу избирательной системы, перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, развитие партийной системы. Общественная палата открыта для публичных дискуссий и готова к конструктивному сотрудничеству, направленному на развитие нашего государства. Уверена, что только совместными усилиями мы будем способны преодолеть сложившуюся парадигму кризисов в стране, подчеркивается в обращении. В Москве приняли к сведению договоренности между правительством и оппозицией в Абхазии, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Абхазии. Она является одним из наших ближайших союзников и партнеров, сказала Захарова на брифинге. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года. Именно абхазскому народу предстоит выбирать главу государства, который смог бы обеспечить безопасность, стабильное, поступательное развитие республики, добавила она. По словам Захаровой, в Москве, исходя из того, что в основе дальнейшего развития Абхазии прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии. В Сухуми прошло собрание Координационного совета. Репортаж Алики Трапш. На повестке дня Координационного совета окончательное решение вопроса ратификации межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности и ряд других вопросов. Сегодняшняя встреча посвящена соглашению, которое чуть не привела к гражданской войне, потому что и то, и с этой стороны были вооруженные люди, готовы были на все для того, чтобы сохранить наш статус государства, нашу землю, наш этнос, ну и так далее. Слава Богу, кровь не пролилась. В очередной раз абхазский народ показал, что он может объединиться вокруг идеи строительства государства и чтобы наш народ жил в своей собственной стране, свободной, демократической. Вопрос касательно соглашению, необходимо будет нам этот вопрос решить таким образом, чтобы поставить точку и не возвращаться никогда. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сообщил, что будет подготовлено соответствующее предложение к депутатам парламента, чтобы вопрос ратификации инвестиционного соглашения был рассмотрен на ближайшей сессии парламента. Это соглашение, повторюсь, не соответствует интересам абхазского народа, абхазского предпринимательского сообщества. Это соглашение должно быть остановлено раз и навсегда. Поэтому мы обращаемся к депутатам парламента на ближайшей сессии рассмотреть данный вопрос. Потому что мы уже должны научиться
говорить «нет» однозначно и твердо всем этим антинародным инициативам. Это правильный сигнал для тех, кто и в будущем захочет стать проводником подобного рода инициатив. Депутат парламента Каан Кварча в своем выступлении коснулся и кадровых вопросов. В частности, речь шла о генпрокуроре Адгуре Агарба, срок полномочий которого истекает в декабре. Полномочия его заканчиваются. Насколько мы сейчас слышим, его собираются заново представлять. Мы хотели бы предостеречь Бадру Зурабовича. Мы обращаемся к нему, чтобы он не совершал ошибки в этом случае, потому что полностью дискредитировавший себя прокурор, который не занимался прямыми своими обязанностями, чтобы вы знали, более 20 дел сегодня явным хищением государственного имущества лежит от контрольной палаты от Кахи Пертая непосредственно в прокуратуре, где нет должного внимания, вообще не рассматривает. Председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Ливан Мика выступил с предложением создать на абхазском телевидении общественный совет. Милад пора яхзанага запсватили хопшла, абсважлар ирмазаруб хубсабана гарахамуб убриги абра и беханико общественный важный совет. Ну, если, сказать это, чтобы все общественные силы присутствовали, и общественный совет народный вырабатывал политику, чтобы телевидение кого-то не обслуживало, работало объективно на абхазский народ. Выступавшие на собрании Координационного совета отмечали необходимость сплочения народа вокруг идеи строительства абхазского государства. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии прошла встреча исполняющего обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава с почетным консулом Абхазии в Китайской Народной Республике Гэ Чжили. Отметив, что Абхазия поддерживает Пекин в вопросе Тайваня, признает суверенитет Китая над ним, Бигвава выразил надежду на решение вопроса мирным путем. Абхазия, как и ее стратегический союзник Россия, как и Китай, выступает за равноправный и многополярный мир, заявил он. Одиссей Бигвава подчеркнул, что Абхазия открыта для диалога и рада инициативам, которые приведут к развитию культурных и гуманитарных связей с Китаем, а также выступает за привлечение инвестиций с целью развития экономики. Гэ Чжили со своей стороны заявил о поддержке перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Китаем и выразил надежду на дальнейшие консультации. 7 тысяч тонн сельхозпродукции ввезено в Россию из Абхазии. В сутки через таможенный пост МАП «Адлер» Краснодарской таможни грузовым транспортом ввозится до 500 тонн плодов, сообщает Апснопресс со ссылкой на Южное таможенное управление. С начала октября из Абхазии в Россию импортировано более 5,5 тысяч тонн мандаринов. Также экспортировано 650 тонн фихуа, 180 тонн хурмы, 75 тонн лимонов, 225 тонн ореха. Всего таможенный контроль прошли порядка 7 тысяч тонн сельхозпродукции из Абхазии. Частицу мощи святого Иоанна Златоуста передали в дар Абхазской православной церкви. С этой благодатной миссией в нашу страну прибыл соотечественник Владимир Кокоба. Церемония передачи прошла в кафедральном соборе в Сухуми. Иоанн Златоуст имеет особое почитание на абхазской земле. Здесь он принял кончину и был погребен. Для всех православных христиан сегодняшний день настоящий праздник. На церемонии была Ульяна Рожкова. История святых мощей Иоанна Златоуста полна тайн и исторических событий. Святой Иоанн – один из 3 вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. В это солнечное и теплое утро прошла передача его мощей в дар Абхазской православной церкви по личной инициативе нашего соотечественника Владимира Кокоба. В ходе церемонии прозвучали молитвы и была проведена служба с церковным причастием. Для верующих это большая радость и надежда на благословение. Наверное, Бог так управил, это какая-то миссия. Я сам себя не направляю, у меня получается. И я это делаю. Я с большой радостью везу это на мою родину, к моим родным, всем близким. Я люблю мою Абхазию. И если я живу в Москве или в России,
Я никогда не забываю, каждый день мои мысли здесь о моем народе, и о моих друзьях, близких, родственниках и обо всех. Передача мощи святого Иоанна Златоуста совпала со святым праздником святого Михаила. Для абхазской церкви это событие имеет особую значимость. Святой Иоанн Златоуст скончался в Каманах в 407 году на пути к месту ссылки. Перенесение его мощи из Каман в Константинополь свершилось в 438 году, но все это время он покоился в тяжелом каменном саркофаге, который хранится в Каманском монастыре, как одна из святынь. Служители Абхазской православной церкви благодарны за такой ценный подарок. Также мы благодарим раба Божия Владимира, что с Божьей помощью возвратились мощи Иоанна Златоуста. Как вы знаете, в IV веке он здесь жил в Абхазии, почил. И предсмертное слово он сказал: слава Богу за все. Также мы должны всегда благодарить Бога за все, что с нами происходит, чтобы мы могли жить по тем заповедям Божьим, которые Господь дал каждому из нас. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Так что мира всем нам, здравия, спокойствия и любви, и во всем, всех делах наших, чтобы Господь презрел и помогал всем нам. Теперь каждый верующий сможет прикоснуться к этой величайшей святыне. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 252 спектакля, 5 премьер и гастрольный маршрут по крупнейшим городам России. В Росдраме подвели итоги 43-го сезона. А впереди новые проекты, премьеры и насыщенная гастрольная программа. О том, чем запомнился год уходящий и что ждет зрителей в новом сезоне, расскажет Заур Кварчия. В Росдраме завершается 43-й театральный сезон. 252 сыгранных репертуарных спектакля за 9 месяцев. Цифры действительно впечатляют. Сезон по праву можно назвать самым плодотворным за последние годы. Мне кажется, это прорывный. Я все время говорю прорывный сезон на каждом сезоне, но так получается, уж простите, потому что этот сезон подарил нам встречу со зрителем в Абхазии за пределами страны. И этого зрителя в нынешнем сезоне было на 40% больше, чем в 42-м сезоне. В нашем театре аншлаги, на спектаклях, которые идут по 6-7 лет, аншлаги, не только на премьерных спектаклях. И самое главное, что эти полные залы наблюдаются не только летом, когда высокий сезон обычно, но в принципе можно сказать, что круглый год. Также значимыми достижениями года стали присуждение звания «Заслуженный артист Абхазии» 4 актерам театра и пополнение труппы молодыми артистами, сказал Ираклий Хиндба. Им были анонсированы гастроли Высшего театрального института имени Щепкина при Малом театре России, в котором будут принимать участие студенты целевого курса Росдрама. Они подготовили спектакль, который называется по одному из произведений Фазиля Абдуловича «Человек и его окрестности». И вот этот спектакль с участием наших ребят из Абхазии, но там также будут и студенты, которые с ними обучаются на курсе из Москвы, из Белоруссии, из Китая, там, я не знаю, еще из разных стран. Они все приедут сюда и 2 декабря сыграют этот спектакль в нашем театре. И этот день, 2 декабря, станет днем завершения, закрытия сезона, 43-го сезона нашего театра. И мы в этот день подведем итоги зрительского голосования по итогам сезона. И мы вручим награды за лучший спектакль, лучшая мужская, женская роли там, и так далее, и тому подобное. Вот все это состоится 2 декабря. Потому что 2 декабря – это день, который нельзя пропустить. Для любого театра гастроли и импульс к развитию. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Южно-Сахалинск, Ростов, Сочи. Таким был насыщенный гастрольный маршрут Росдрама. И всюду полные залы и зрительские овации. А самое главное, прошедший сезон не оставил нас без открытий. На сцене Росдрама прошли 5 премьер. Сейчас театр активно готовится к следующим гастролям, которые пройдут в ближайшие дни. 24 ноября в Йошкар-Оле будет представлен спектакль «Пастух Махаз». У театра также обширная новогодняя программа. В декабре состоятся показы 2 премьерных спектаклей детской студии «Чик» в постановке Джамбула Жордани. Это спектакли «Маугли», премьерные показы которого состоятся 30 ноября и 1 декабря,
и 12 месяцев, стартующий 27 декабря. Также в декабре вновь откроется режиссерская лаборатория «Сандро», которая в этом году посвящена абхазской литературе. 7 декабря будут показаны 4 эскиза по мотивам абхазских авторов и народного эпоса. Вообще это очень хорошее направление работы нашего театра, если вы обратили внимание. Работа с абхазской литературой на русском языке. Есть прекрасные переводы. Но таким образом мы делаем абхазскую литературу ближе, более широкой аудитории. Это наша цель и наша задача – сделать так, чтобы абхазская литература и культура стали ближе людям не только в Абхазии, но и за пределами нашей страны. Театр продолжит радовать своего зрителя яркими постановками. Ираклий Хиндба анонсировал 2 премьеры в следующем году. Это «Антигона» Софокла и «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. Рустрами уверены, что 44-й сезон станет не менее успешным, чем предыдущий. Зрители получат возможность увидеть уникальные постановки, вдохновленные национальной культурой и мировыми классиками. Заур Кварча, Рамо Камкя, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете на факультете географии и туризма прошла студенческая научная конференция, участники которой обсудили ряд проблем в области географии и туризма и предложили пути их решения. Студенты представили доклады, выполненные под руководством преподавателей факультета географии и туризма. В завершении конференции всем участникам были вручены сертификаты. В пятницу, 22 ноября, на Сухумском стадионе «Динамо» состоится финал Кубка Абхазии по футболу. Сухумская «Динамо» встретится с Ачамчирским «Арцах». Начало в 16 часов. И в завершении выпуска традиционно о погоде. В пятницу, 22 ноября, на Сухумском стадионе «Динамо» состоится финал Кубка. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу, 22 ноября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами с ночи до полудня дождь. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 10-15. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.